Здравствуйте, вы смотрите новости на телеканале ТВ-24. Мои коллеги и я, Азамат Ачур, расскажем вам о главном событии дня. Краткий обзор новостей. Жители республики проинформируют о предстоящих выборах президента поквартирно. Проект устранения цифрового неравенства национального проекта «Цифровая экономика» продолжает свою реализацию и на территории Тувы. Состоялась торжественная церемония вручения гранта победителю первого этапа конкурса на создание лучшего либретто первого тувинского мюзикла по мотивам народных сказок об Искусоле. Жители республики проинформируют о предстоящих выборах президента поквартирно. В России, а также на территории Тувы на выборах президента страны будет реализован новый инновационный проект Центральной избирательной комиссии России «Информ-УИК». Отметим, что система успешно опробована некоторыми избирательными комиссиями в единый день голосования в 2023 году. О том, когда и начнется персональное информирование избирателей, смотрите в материале нашего корреспондента. В преддверии выборов президента России сотрудники участковых избирательных комиссий будут совершать поквартирные обходы избирателей для информирования о голосовании. Все через систему «Информ-УИК». Обходчики будут использовать специальное мобильное приложение. Основная цель – это повышение правовой культуры жителей республики и увеличение явки избирателей. Специально обученные члены участковых комиссий в период с 17 февраля по 7 марта текущего года проведут адресный поквартирный обход избирателей. Им расскажут о датах, времени, местах и формах голосования, уточнят списки избирателей на участке, смогут собрать информацию о голосовании на дому. Повторный заход в квартиры будет осуществлен только в те двери, где не застали избирателей. Данные, полученные от избирателей, можно будет оперативно обработать с помощью специального мобильного приложения. Довести информацию о выборах до каждого избирателя нашего региона – вот основная задача, которая стоит перед членами участковых избирательных комиссий. Сейчас ЦИК России проводит обучение членов УИК, координаторов и обходчиков. После они будут проходить тестирование и получат доступ к мобильному приложению. Члены комиссии будут одеты в специальные жилеты с надписью «Информ-УИК». При себе будут иметь бейдж, удостоверение, значок с логотипом выборов. С 17 февраля и по 7 марта обученные члены участковых избирательных комиссий, это более 660 человек, проведут одну волну информирования, дойдут до каждого избирателя. Напомню, что обходчики будут адресно оповещать о сроках, времени, местах и формах голосования. Члены УИК будут производить поквартирные обходы ежедневно по 4 часа, а в выходные дни по 8 часов. Новый инновационный проект «Информ-УИК» на предстоящих выборах президента России будет применен и в районах республики. Выборы президента России пройдут 15, 16, 17 марта. По всей стране, в том числе и в Туве, сегодня на площадках партии «Единая Россия» проходит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на должность президента страны. Все подробности далее. В Туве на базе Республиканского избирательного штаба кандидата на должность президента России Владимира Путина продолжается сбор подписей. На 21-м съезде партии «Единая Россия» его члены выразили свою поддержку Владимиру Путину в его выдвижении в кандидаты президента. Тувинское региональное отделение «Единой России» поддержало выдвижение действующего президента в России Владимира Владимировича Путина на новый срок полномочий и с момента съезда партии 18 декабря 2023 года активно включилась в работу по сбору подписей граждан. Многонациональный народ республики искренне поддерживает кандидатуру Владимира Владимировича. На протяжении последних лет неоднократно посещал нашу республику. И в этой связи он для нас всегда желанный гость. Самое главное, что у нашего населения четкое понимание того, что действительно, благодаря, наверное, такой, скажем, огромной работы, которую проводит наш президент, мы сегодня говорим о стабильности в Российской Федерации. Свою поддержку выражает и молодое поколение Тувы. Аюш Нурзутол, несмотря на свой юный возраст 19 лет, уже имеет свою гражданскую позицию. Президент нашей страны всецело поддерживает студентов, обеспечивает им президентские стипендии. И также он поддерживает и школьников, все разные сферы развития молодежи. Поэтому я поддерживаю кандидатуру в президенты Владимира Владимировича Путина. В единый день сбора подписей работают также и выездные штабы. Сбор подписей организован в общественных приемных партий в районах республики. Действительно, не только вот этот сбор подписей у нас будет. Все мы партийцы сегодня тоже собираемся, обсуждаем итоги реализации нашей народной программы, в том числе итоги реализации всех партийных проектов. И как раз те новые новшества законодательства как раз сегодня и обсуждаем.
Республиканский избирательный штаб работает на базе торгового дома «Нарзин» по адресу город Кызыл, улица Тувинских добровольцев, дом 3, ежедневно с 10 утра до 18 часов вечера до 25 января. При посещении необходимо при себе иметь паспорт. Работники Тувинского военкомата поздравили раненого земляка в далеком госпитале. В Владивостокском военном госпитале раненый воин из Тувы неожиданно для себя на день рождения получил сладкие подарки, переданные ему работниками военного комиссариата по Республике Тыва через земляка, проживающего на Дальнем Востоке. 30 декабря мы узнали, что во Владивостоке в военном госпитале лежит наш раненый земляк. И именно 30 декабря у него день рождения. Мы собрали деньги и созвонились с земляком, который проживает во Владивостоке, Игорем Сапоговым, которого попросили передать подарок нашему земляку. Он согласился и в тот же день передал торты и различные сладости ему в госпиталь. Мы думаем, что нашему земляку было приятно, и это его поддержит предстоящей операции. Накануне в здании Республиканской прокуратуры состоялось торжественное мероприятие в честь празднования 302-й годовщины со дня образования прокуратуры Российской Федерации, где чествовали ветеранов и награждали отличившихся по службе сотрудников. С подробностями Мерген Оюн. Ежегодно 12 января в стране отмечается День работника прокуратуры. В этот день принято чествовать ветеранов службы, поощряются отличившиеся сотрудники и молодые специалисты. Слышатся слова благодарности и теплые пожелания. Также поздравить работников прокуратуры пришел глава Тувы Владислав Хавалык. На протяжении всей истории в органах прокуратуры Тувы работали специалисты, ставшие впоследствии выдающимися государственными деятелями, руководителями высокого звена. Эти традиции продолжают и действующие работники, проявляющие высокую самоотдачу, преданность избранному делу и глубокое понимание жизни народа. Прокурор республики Сергей Дябкин поздравил своих коллег и отметил, что прокуратура является надежным щитом прав и свобод человека и гражданина, обеспечивает укрепление российской государственности. Главными и неизменными задачами остаются защита конституционных прав и законных интересов граждан, борьба с преступностью. Служба в органах прокуратуры имеет особую степень ответственности. Также Сергей Дябкин выразил слова признательности и благодарности ветеранам, чей профессионализм и самоотверженность служат примером для тех, кто сегодня стоит на страже буквы закона. В органах прокуратуры я работаю 2021 года, осуществляю надзор за соблюдением федерального законодательства. В органы прокуратуры я еще пошел со времен школ, со школьной скамьи. Вот после школы уже поступил в Саратовскую государственную юридическую академию. И после окончания Саратовскую государственную юридическую академию начал служить 2021 года в органах прокуратуры республики. Благодарность правительства Российской Федерации, знаки за безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации, за верность законам, благодарственные письма от главы республики – это малый список поощрений, полученных работниками надзорного органа. Также благодарственное письмо от председателя Верховного Хурала республики получил ветеран прокуратуры Игорь Ичин. Сотрудник прокуратуры должен быть справедливым, честным, добросовестным, защищать интересы граждан, организаций, предприятий, органов государственной власти. Своим коллегам я хочу пожелать в 2024 году больших творческих работ, справедливости, законности в нашей республике. Глава Тувы и прокурор республики поблагодарили всех работников надзорного ведомства республики за службу и личный вклад каждого в укрепление законности и правопорядка в нашей республике. Мерген Оюн, Чайхан Донгак, Ангар Кюжугет, телеканал Тува-24. По сообщению пресс-службы Главного управления МЧС России по Туве, в целях проведения масштабных республиканских соревнований по хоккею на территории национального парка Кызыла в протоке реки Енисей проведены замеры толщины льда, которая составила 35-45 сантиметров. Грузоподъемность 10 тонн позволит выдержать технику, которая будет готовить площадку для соревнований. Цель предупредить происшествие связано с провалом людей на тонком льду. В свою очередь инспекторы ГИМС призывают граждан к соблюдению правил и мер безопасности при нахождении у водоемов, недопустимости выхода на лед в состоянии алкогольного опьянения. Обеспечение малых населенных пунктов сотовой связью и интернета. Проект устранения цифрового неравенства национального проекта «Цифровая экономика» продолжает свою реализацию и на территории Тувы. Куда придет интернет в рамках нацпроекта в этом году, узнавал наш корреспондент.
Задача по устранению цифрового неравенства между жителями городской и сельской местности поставлена в федеральном законе о связи. Еще в 2014 году президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в закон о связи, который предусматривает создание точек доступа в населенных пунктах численностью до 500 человек. В декабре 2015 года в республике реализована первая часть федерального проекта устранения цифрового неравенства. Так построены оптические линии связи до 13 населенных пунктов численностью населения от 250 до 500 человек. По национальному проекту «Цифровая экономика» у нас по части связи идет федеральный проект устранения цифрового неравенства второй версии. Так как 2021-2022 года этот проект был заморожен, в 2023 году мы обеспечили высокоскоростным мобильным интернетом и поставили сотовую связь. Это получается село Худ Пихемского кожуна, село Качук Ерзинского кожуна, далее Рбан Тоджинского кожуна, Име Цунхемского кожуна. Все эти населенные пункты выбирались по голосованию, то есть в 2021 году у нас и в 2022 году. Базовые станции сотовой связи в прошлом году установлены и в селе Талтерихольского района. Примечательно, что территории выбирают сами жители. На портале госуслуги ежегодно проводят голосование. Получившие наибольшее количество голосов населенного пункта оснащают сотовой связью и интернетом. На этот год квоту получили еще 2 населенных пункта. Каждый год у нас идет лимит населенных пунктов, это по 2. И по итогу 2023 года у нас определились в конце 2023 года 2 населенных пункта. Это село Ленинка Пихемского кожуна и село Толайлык Тугинского кожуна. И этот проект, если взять по лимиту населения, выполняется от 100 до 500 жителей. Каждый житель может проголосовать и за свой населенный пункт, и также за другие населенные пункты. То есть необходимо скоординироваться всем жителям, чтобы там проголосовать, где на данный момент нет мобильного высокоскоростного интернета. Глава Тувы Владислав Ховалы на своей странице в социальных сетях сообщил, что вместе с тем идет и строительство вышек сотовой связи. Параллельно операторы сотовой связи строят вышки сотовой связи. Это территории Вавилинского затона, СНТ-12 города Кызыла, сел Байхак, Кызыларык, Агдаш и Кызылтайга. Охвачены такие популярные туристические места, как этнокультурный комплекс Алдынбулак и озеро Дусколь. 14 апреля 2021 года в России объявили о начале второго этапа проекта устранения цифрового неравенства, в рамках которого мобильная связь будет запущена в небольших населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек. Напомним, что национальный проект «Цифровая экономика» инициирован президентом России Владимиром Путиным. Все для того, чтобы ускорить развитие цифровой инфраструктуры. Айра Асад, Владимир Суртукян, Гаркужгэ, телеканал Тува-24. С 2019 года по нацпроекту образования в рамках программы строительства школ в России введено свыше 1100 зданий. По программе капремонта с 2022 года отремонтировано более 3000 зданий. Данный проект успешно реализуется и в Туве. Более подробно смотрите в сюжете далее. Прошлый 2023 год указом президента России Владимира Путина был объявлен годом педагога и наставника. Его задача – привлечь внимание к развитию суверенной системы образования для школ и вузов. На данный момент по нацпроекту образования открыли свыше 1000 школ. Это более 670 тысяч мест. Это позволило уйти от трехсменной системы обучения. До конца 2024 года построят около 1500 учебных заведений и порядка 4000 зданий обновят по программе капитального ремонта. Вопросы обучения и наставничества – это всегда обращение к будущему. А историческая миссия российской системы образования всегда состояла в воспитании гражданственности и патриотизма и ответственности за свою страну. В Туве в рамках государственной программы развития образования в 2023 и 2024 годах вводится в эксплуатацию 10 новых школ на более чем 7000 мест. Из них 2 в Тандынском районе, на 825 в селе Байхак и 616 в селе Балгазн. Строительство образовательных учреждений в районе началось благодаря активной работе главы Тувы Владислава Ховалыка. Важно отметить, что предложения и инициативы руководителя региона находят поддержку на федеральном уровне. На сегодняшний день вот в Балгазне почти 90% готовности школы. Благодаря правительству для подвоза детей выделили нам в школе 4 новых автобуса. Это спасибо правительству
в лице главы республики Владислава Таштаевича. И для обслуживания, содержания школы котельной и водозабора и очистных сооружений с нашей стороны, с администрации Тантылского района, обучали кочегаров в Вятском государственном университете. 5 человек уже годов, они уже получили удостоверение для обслуживания котельных. По словам прораба Эртинесая, новое образовательное учреждение состоит из 5 блоков. В одной стороне будут учиться старшеклассники, в другой – начальная школа. Посередине будет расположен актовый зал, а рядом – спортзалы. В настоящее время ведется внутренние работы, полностью штукатуривание, кафель и покрасочные работы. Еще одновременно ведутся вентиляционные работы, слаботочка и электрика. В настоящее время у нас работает 43 человека и 5 единиц техники. Одновременно у нас идутся, получается, наружные работы, это подготовительные работы, там получается, чтобы полностью благоустройство, как, например, сборка малых архитектурных форм. И к нему же основанием бетонирования все полностью подготавливаем. Напомним, что строительство школы на 616 мест в селе Балгазин с середины 2022 года ведет компания «Элчей», а в селе Байхак строительством занимается ООО «Элита». Работы должны завершиться до нового учебного года. Айдана Сенденма, Буян Монгуш, Самдам Ирге, телеканал ТУВА-24. В июле прошлого года Культурный фонд имени Кужегета Шойгу объявил грантовый конкурс на создание первого тувинского мюзикла по мотивам народных сказок об Искусоле. Сегодня в Доме народного творчества прошла торжественная церемония вручения гранта первого этапа конкурса победителю. Чье либретто экспертная комиссия признала лучшим, узнавала Айдана Сенденма. Грантовый конкурс Культурного фонда имени Кужегета Шойгу, целью которого является развитие традиционной национальной культуры Тувы, состоит из 2 этапов. Первый по созданию либретто мюзикла по мотивам народной сказки об Искузоле. Второй этап будет на создание музыки, музыкального сопровождения и эскизов костюмов к победившему либретто. По итогам сегодняшнего конкурса была проведена очень большая работа. К завершению конкурса было представлено 7 работ. Все они оценивались очень большой экспертной комиссией, в которой участвовали не только писатели и не только композиторы, но участвовали и, скажем, представители других регионов, довольно известные люди. Они пришли к единому мнению по поводу победителя этого конкурса Шожукпан Вилория Чапман. Как рассказала победительница конкурса Вилория Шожукпан, это должен быть сюжет, основанный на рассказах об Искузоле. Ей самой было интересно, как можно эту сказку положить в жанр мюзикла. Вилория по первому образованию музыкант, окончила фортепианное отделение Кызылского колледжа искусств. По второму филолог, учитель русского языка и литературы. Моя работа называется «Искузол из народа». Почему? Потому что я очень хотела, чтобы Искузол, он был таким очень деятельностным, таким добрым, благородным героем. Не таким немножко, как в народных сказках. То есть он пришел, Каратыхана победил и сел на его место. В сказках обычно, да. А мой Искузол, он как бы занимает свое место. По роду своему, по титулу своему. И там своя сюжетная линия, которая по этим этапам приводит его все равно к его действительно настоящему месту, то есть месту хана. Я очень благодарна фонду Шойгу и очень благодарна нашему Министерству культуры, которые дали нам возможность работать творчески. И так оценили высоко мои работы. Победительница отметила, что этот конкурс – отличная возможность продемонстрировать свои таланты и внести вклад в сохранение и развитие культурного наследия Тувы и нашей страны в целом. Мы очень благодарны тем, что Культурный фонд имени Шойгу поддерживает нашу культуру.
Вот и это доверие, которое нам доверили. Вот сейчас либретто уже победители уже обозначили, уже объявили. Сейчас второй тур конкурса будет среди наших композиторов по созданию уже музыки к этой либретто. И к осени мы уже должны ставить музыкальный спектакль, мюзикл. Вот это, конечно, в рамках сотрудничества между Министерством культуры Республики Тыва и культурным фондом имени Кужбека Шойгу. Второй этап конкурса уже объявлен. Приглашаются к участию профессиональные композиторы, музыканты, дизайнеры, декораторы, любители искусства и просто желающие попробовать свои силы в написании музыкального произведения и создании эскизов. Заявки на участие во втором этапе конкурса можно подать до 25 января. Предельная сумма гранта 900 тысяч рублей за музыкальное произведение и 250 тысяч рублей за костюмы. Айдана Сенденма, Владимир Суртюк, Маргарита Монгуш, телеканал ТУВА-24. Это были все новости данному часу. Я с вами прощаюсь. Берегите себя.